Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Медибай Саяхат. Я являюсь главным менеджером Департамента финансово-карточного бизнеса АО «Казпочта». Отвечаю за продвижение финансовых услуг, а именно за услуги интернет-эквайринга PayPost. Давайте сегодня поговорим об этой услуге. Интернет-эквайринг от Казпочты PayPost позволяет нашим клиентам, предпринимателям малого и среднего бизнеса принимать оплату товаров или услуг на их сайте или в приложении, а также есть возможность доставки товаров. Например, если у вас есть магазин, вы открываете сайт и подключаете туда эту услугу. И с этой услугой вы можете принимать оплату онлайн 24/7. Основные преимущества этой услуги. Первое – это расширение каналов и географии продаж. Допустим, вы занимаетесь бизнесом в определенном городе, скажем, в Нур-Султане. У вас есть бутик. При подключении этой услуги вы подключаете также сайт и можете принимать уже оплату 24/7. То есть вам не нужно будет ограничиваться рабочим графиком с 9 до 6. Вы можете принимать оплату в любое время, когда клиент зайдет к вам на сайт и сделает покупку. А также это расширение географии продаж. Если вы занимаетесь продажами, скажем, в городе Нур-Султан, при подключении этой услуги вашему бизнесу предоставится возможность принимать оплаты со всего Казахстана, а также по всему миру. Второе – это оплата и доставка товара. Это очень удобно принимать оплату на сайте PayPost, а также сразу, чтобы есть возможность, чтобы Казпочта доставляла вам этот товар. Третье – простое и быстрое подключение. То есть наши менеджеры с вами связываются и подключают нашу услугу в кратчайшие сроки. Четвертое – это защита проводимых онлайн-платежей. А также пятое – это удобный личный кабинет, где вы можете просматривать все свои транзакции, смотреть средний чек, активность ваших клиентов, можете смотреть, с каких городов было поступление большое количество отказа, с каких устройств заходило к вам на сайт. Это персональные компьютеры, или планшеты, или сотовые телефоны. Вы можете смотреть полную аналитику по продажам вашего сайта. Стоимость подключения к нашей услуге бесплатная и отсутствует какая-либо абонентская плата. А также есть тариф за эквайринговые услуги от 2,2% до 3% при оплате чужими картами, а если клиент оплатит картой Казпочты, процент комиссии будет составлять 0,5%. На рынке это очень конкурентоспособные тарифы, ведь другие БВУ предоставляют различные тарифы, скажем, от 2,5% или 3%. По услуге PayPost это являются самые конкурентоспособные тарифы. Как интегрировать нашу услугу? Наши менеджеры с вами связываются и предоставляют API. Что такое API? API – это программный интерфейс, который позволяет интегрировать ваш сайт с нашим программным обеспечением. Посредством этого на своем сайте вы уже можете полноценно принимать онлайн-оплаты 24/7. Услуга PayPost работает на рынке около 2 лет, и у нас есть огромное количество наших пользователей, которые пользуются этой услугой, повышают свои продажи. Давайте послушаем пример одного из наших клиентов. Исполнительный директор ТО Energy Max Зухра Султанова. На рынке производства пробиотиков мы работаем уже год. Это абсолютно 100% казахстанский продукт, сделанный в Казахстане, здесь в Алмате. Это флагман нашей продуктовой линейки, это Максилин. Максилин – это пробиотик, основанный на живой лактобактерии, на ацидофильной лактобактерии, и очень полезный продукт, повышающий иммунитет. До PayPost мы работали, как многие у нас в стране, мы работали через сайт и по звонкам. Мы выбрали Казпочту, потому что нам показалось, что конкурентное преимущество Казпочты, оно налицо, это было очевидно. Мы сравнивали тарифную политику многих компаний, и именно Казпочта выглядела на тот момент и сейчас таковой является, но наиболее из самых привлекательных. Подключили очень просто, пришли технические специалисты Казпочты. Времени это заняло совершенно недолго, все сделали очень быстро, и с тех пор мы работаем в этой системе, и нам все очень нравится. А тем, кто еще размышляет, начинает торговать онлайн или нет, мы советуем, конечно же, начинать и обращаться в первую очередь к нашему национальному оператору в области доставки почты, грузов, это Казпочте. Сегодня я рассказал об услуге PayPost, о ее преимуществах и тарифах. Если вы владелец бизнеса в интернете и у вас есть свой сайт, давайте я расскажу, как подключить нашу услугу. Первое. Вы оставляете заявку на сайте paypost.kz.
и наши менеджера с вами связываются. После консультации нашими менеджерами вы предоставляете определенный пакет документов. Это свидетельство об ИП или ТО, удостоверение личности и так далее. Третье. Мы предоставляем вам API для интеграции нашего программного обеспечения с вашим сайтом. Четвертое. Вы устанавливаете это API и полноценно принимаете оплату в интернете. Я считаю, что в 21 веке любой бизнес должен развиваться как и офлайн, так и онлайн. Если вы занимаетесь онлайн-бизнесом, обязательно подключайте нашу услугу PayPost, давайте расширять ваш канал продаж, географию продаж и принимать оплату 24/7. Меня зовут Адил Багдад, я главный менеджер департамента электронной коммерции в АО «Казпочта». Сегодня мы расскажем, как малому и среднему бизнесу отправлять свои посылки своим клиентам. На сегодняшний день Казпочта принимает почтовые отправления, посылки в отделение почтовых связей, которые по Казахстану у нас имеется более 3000 отделений, а также в городах, районных центрах и в селах. Посылки принимаются в открытом виде, согласно законам РК. Мы должны проверять его на запрещенные предметы, как оружие, химические элементы и так далее. Мы принимаем посылки от 0 до 2 килограмм. Это маленькие товары, например. Потом у нас идет далее более 2 килограмм до 14 килограмм. Это посылки по РК можно отправлять, до 20 килограмм. Это в международные направления. Далее, если у вас больше 20 килограмм, у нас есть также отправка крупногабаритных почтовых отправлений, которые вы можете отправить холодильники, стиральные машины, шины и так далее. Это дает большую возможность малому и среднему бизнесу отправлять товары разного вида и размера. Также у вас есть, если будет отправка хрупких вещей, есть возможность наклеить наклейку «Осторожно, стекло». У нас также есть разные виды упаковки, картонные коробки, также имеются пакеты с пупырышками, чтобы там, если хрупкие вещи были, чтобы он в сохранности дошел до клиента. Также у нас коробки есть разного вида, стоимостью от 250 тенге и выше, в зависимости от размера. Также можете вы упаковать свою коробку, но самое главное, чтобы в коробке товар не перемещался. Это для того, чтобы в сохранности доставить до клиента. Также у нас для малого и среднего бизнеса есть возможность отправлять в закрытом виде посылки, что сэкономит это ваше время. Для этого надо с нами заключить договор на отправку почтовых отправлений. При приеме посылок нами выдается квитанция. В этой квитанции будет указано трек-номер почтового отправления, где по этому трек-номеру на нашем сайте, официальном сайте Post.kz, на приложении Post.kz или Telegram-боте можете отследить, где находится ваше почтовое отправление. Также этот трек-номер дает возможность отслеживать почтовое отправление. Этот трек-номер можете предоставить своему клиенту, где он может сам отследить и узнавать, где находится его почтовое отправление. Посылки направляются наложенным платежом. Наложенный платеж – это когда клиент при получении оплачивает за товар. Оплаченную сумму вы получаете на свой счет, который вы указали при отправке клиенту. Сумму наложенного платежа вы получаете сразу после оплаты клиентам, после получения посылки. Посылки хранятся 30 дней. 14 дней – это бесплатное хранение. После 14 дней хранение оплачивается дополнительно. Это за сутки составляет 300 тенге. Посылка клиенту выдается несколькими вариантами. Первый вариант – это выдача в отделение почтовых связей. Это почтовое отделение у вас есть более 3000, находится в городах, селах. Второй вариант – это выдача в супермаркетах посылок. Клиенту отправляется СМС, где там будет указано номер ячейки. Клиент выбирает и забирает свою посылку. Есть третий вариант. Третий вариант – это выдача в почтоматах. Также клиенту приходит СМС с кодом. Эти почтоматы находятся у нас в торгово-развлекательных центрах, где это очень хорошо, когда свою посылку клиент может забрать после работы, например, поздно вечером. И четвертый вариант – есть возможность заказать
посылку на дом. Эта услуга оплачивается отдельно. МСБ выбирает в основном супермаркеты посылок, так как там очень удобно. Там, если в отделении там, ты обращаешься к оператору, если ты в тостоматах там, выбираешь, там, у тебя ограниченные габариты, в супермаркетах там не ограничено, хранится в ячейках. Клиент не обращается к оператору, приходит сам, выбирает свою посылку и забирает. Так, вышеперечисленные способы доставки. Доставка в отделение почтовой связи, доставка супермаркет посылок и почтоматы. Эта услуга бесплатна. Четвертый вариант – доставка на дом курьером. Эта услуга оплачивается отдельно. Кроме доставки по территории Республики Казахстан, также есть возможность отправки по всему миру. Здесь также заполняются данные отправителя, получателя. Здесь дополнительно заполняется таможенная декларация, где описывается характер товара, стоимость товара. Так, в международных почтовых отправлениях не допускается отправлять запрещенные предметы, такие как оружие, химические вещества, которые вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также есть ограничения в зависимости от страны назначения. Например, мы принимаем лекарственные препараты, это не запрещенный предмет, но в стране назначения это запрещенный предмет. Например, в Германии не принимают никакие лекарственные препараты. Сроки доставки. Сроки доставки зависят от страны назначения. Если, например, отправлять в соседние страны, как Россию и Узбекистан, здесь контрольные сроки очень маленькие. Если отправлять, там, например, в США, Канаду, тогда этот срок займет более длительное время. Если брать соседние страны, до карантина у нас занимало там 2-3 дня. После карантина, когда ограничили полеты рейсов, у нас сроки доставки увеличились. Сроки доставки не зависят от почтового отправления, а зависят от страны назначения, как посылка далеко отправляется. Согласно актам Всемирного почтового союза предусмотрено возмещение за утрату, повреждение, хищение почтового отправления. При отправке за границу вы можете также отследить свою посылку на сайте Post.kz, приложение Post.kz и Telegram-боте. Возмещение при утере посылки, например, если мы отправляем посылку в Россию, в России посылка была утеряна, клиент пишет заявление в вашем отделении, и клиенту будет возмещена сумма за отправку. Если была указана сумма товара, там также будет возмещена. Стоимость доставки посылок зависит от веса почтового отправления, также от страны назначения, куда отправляется посылка. Так, если посылка отправляется в Узбекистан, там, например, тариф, если вес составит до 2 килограмм, это будет около 6000 тенге. А если вес превысит, там будет 5-6 килограмм, это будет около 10 тысяч тенге. Зависит от страны и веса почтового отправления. Если вы отправляете ценные товары, например, как телефон или ноутбук, если возьмем, например, телефон там стоит 50 тысяч тенге, сумма оценки составит 1% от стоимости товара. И при утере у вас будет возможность вернуть полностью сумму товара. Так, сегодня я вам объяснил, как отправлять посылку по Казахстану и зарубежные страны. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Если у вас остались вопросы, вы можете также посетить наш сайт Post.kz. Также можете обратиться в наше почтовое отделение, и наши операторы всегда готовы ответить на все ваши вопросы.